В начале встречи заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Петр Толстой поздравил народ Абхазии с инаугурацией президента и выразил благодарность за оказанный прием. Он также отметил, что парламент России заинтересован в тесном взаимодействии с абхазскими коллегами для дальнейшего развития Абхазии на благо всего многонационального народа республики. Вы, являясь гарантом стабильности, гарантом диалога внутри абхазского общества, действительно сыграли огромную роль в том, чтобы мы пришли к сегодняшнему праздничному для республики событию. Ну и позвольте вас заверить в том, что парламент Российской Федерации, в данном случае мы с Андреем Валерьевичем выступаем от Государственной Думы, но и наши коллеги от Совета Федерации тоже просили это передать, что мы всегда рядом и будем системно на такой постоянной основе взаимодействовать с вами для дальнейшего развития Абхазии на благо людей, которые живут в Абхазии, всего многонационального народа республики. Ну и Российская Федерация, конечно, взяла на себя определенные обязательства, которые мы будем выдерживать и которые мы будем нести. Ну а что касается межпарламентского сотрудничества, то еще раз хочу сказать, что мы всегда вас ждем в Москве. Будем обсуждать те решения, которые предстоит принять. Петр Толстой отметил важность сегодняшнего события и подчеркнул, что открыта новая страница в истории Абхазии. По его мнению, она должна быть позитивной для всех. Роль парламента очень важна. Вы избраны народом Абхазии, вы являетесь главной, так сказать, законодательной и представительной властью в республике. И кому, как не вам, сесть вместе с представителями других течений, других взглядов и обсудить будущее. И мне кажется, что целый ряд проектов, которые Российская Федерация инициировала в Абхазии, и помогает осуществить, мне кажется, что они тоже закладывают вот этот фундамент для того, чтобы молодые абхазы, которые получают образование, допустим, где-то в России, потом возвращались в Абхазию, работали на благо страны, и чтобы были такие проекты, которые объединяют всех. Мы всегда рядом с вами. Важно, чтобы в целом вот новая страница истории Абхазии, которая сегодня открыта, чтобы она была позитивной для всех. И для тех, кто голосовал за президента, и для тех, кто голосовал за другого кандидата, чтобы мы находили общие точки, которые могут сблизить, объединить абхазское общество. Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картополов также поздравил народ Абхазии со знаменательным событием. Пользуясь случаем, он отметил участие граждан нашей страны в специальной военной операции. Героические сыны Абхазии принимают участие в специальной военной операции, которую ведет Россия. И за это вот сердечный самый поклон и низкий поклон вам за то, что ваши ребята сражаются вместе с нами. Вместе с нами, со всей этой западной сволочью, с неонацизмом и ценой своей жизни в том числе. И вот, говоря о единении, сегодня фигура вновь избранного президента, кто вступил сегодня в должность после инаугурации, на мой взгляд, именно та, вокруг которой может объединиться весь народ Абхазии. И, конечно, в этом роль Народного собрания, безусловно, велика. Мы всегда были, есть и будем рядом. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба поблагодарил коллег за постоянное конструктивное взаимодействие. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества и совместных добрых дел. В истории парламентаризма России всегда, Государственная Дума была местом, где мы всегда могли находить поддержку, даже в самые сложные для Абхазии времена. И я благодарен тому, что и сегодня эти добрые традиции продолжаются. Спасибо за то, что приехали разделить радость, связанную с инаугурацией. Это торжество общенародное, общенациональное. Те вызовы, которые есть перед нами сегодня, они должны быть преодолены, конечно же. Я уверен, впереди у нас очень много
совместных добрых дел. И, конечно же, как вот сказали коллеги, я рассчитываю на то, что это будет позитивная во всех отношениях история. Парламент Республики Абхазия приложит максимум усилий. Спикер парламента Лаша Ашуба также встретился с председателем парламента Республики Северная Осетия Алания Таймуразом Тускаевым. Приветствуя гостя, Лаша Ашуба подчеркнул, что у Абхазии и Северной Осетии давние дружественные связи. Мы с вами давно лично, общаемся, знаем ваш огромный, богатый политический опыт в управлении республикой. Вы были премьер-министром республики, сейчас возглавляете парламент, готовы взаимодействовать. Я рад, что вы, как и ваши предшественники, продолжаете те добрые традиции, которые были заложены уже очень давно. Добро пожаловать! Приветствуем вас от имени депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Таймураз Тускаев выразил благодарность за приглашение посетить инаугурацию президента Республики Абхазия и отметил, что их приезд – отличная возможность обсудить различные направления сотрудничества республик, в частности, совместную работу ученых-историков Северной Осетии и Абхазии. Он также выразил готовность к развитию межпарламентских отношений по вопросам социально-экономической сферы и отметил продуктивность встреч депутатов на площадке Южно-Российской парламентской ассоциации. Народы Абхазии и Осетии связывают давние многовековые традиции. Очень важно, что наши ученые уже многие десятилетия проводят в том числе и совместные исследования. Я на встрече с президентом сказал, что в Осетии чтут не только в научной среде, но и в такой общей национальной среде чтут имя выдающегося абхазского ученого Шалва Денисовича Инал-Ипа, чтут за его такой глубокий научный подход и интерес к растениеведению. И в своих работах он проводит очень интересные этнографические параллели вековые абхазского и осетинского народа. Мы благодарим за совместную многолетнюю работу и с большим желанием будем взаимодействовать. Таймураз Тускаев пожелал Республике Абхазия процветания. Шазина Ханагу, Айнал Гвинджи, Абхазское телевидение.